Я приехал из города Сочи. Первая командировка была Ахмат, и я решил больше не менять подразделение и всегда возвращаться в Ахмат. Это уже третья командировка. Впечатления остались очень хорошие, положительные, отношения очень хорошие, обеспечение хорошее, питание хорошее, все общее, все друг друга уважают, мне все устраивает. С выплатами вообще проблем никаких не было, все супер просто. Во-первых, очень хорошие отношения, это очень много зависит. Какое отношение, такое и дело дальше будет. Инструктора хорошие, объясняют отлично, показывают, что как. Это пригодилось нам, конечно. Ни в чем не было, ни в каких вопросах проблем просто. Ни в обучении, ни в обеспечении, ни в денежном довольстве. Все всегда вовремя, без задержек. Чувствуется поддержка главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Так как работает Ахмат на сегодняшний день, это, я считаю, очень хорошее подразделение, в которое стоит приехать. Кто не был, тот пусть приедет, сам увидит, попробует. Я думаю, ему все понравится здесь. Прибыл я с солнечной Адыгеи, с города Майкопа. Почему выбрал именно Ахмат? Потому что это на данный момент является самой сильной боевой единицей. Кто сомневается, может приехать проверить. Долгое время возил гуманитарную помощь на фронт, помогал нашим ребятам. Но в последнее время по соображениям совести понял, что надо идти и брать все в руки свои, помогать товарищам. Почему именно Ахмат? Опять же, по нескольким причинам. Здесь многонациональность приветствуется, все идет вровень, никаких разногласий. Также много конфессий, все разных религий, все друг друга уважают. Это ценится на Кавказе особенно. Победа будет за нами. Все прекрасно вообще. Я не ожидал, если честно. Видел многие подразделения, опять же, по своему гуманитарному опыту. Это высочайший уровень на самом деле. И столовая, и расположение, и как относятся вообще, как встречают, это потрясающе. Я бы всем советовал сюда приехать. Кто ни разу не был здесь, тот по-любому еще раз останется здесь. Второй раз захожу через Ахмат спецназ. Первый раз я когда поехал, волновался, думаю, как там примут. Приняли меня первый раз хорошо, и второй тоже хорошо. Обучение мы проходим на полигоне. Инструктора объясняют все доступно, все понятно. Про спецназ Ахмат я услышал от своего товарища, когда был у себя в городе. И он мне говорит: Ахмат спецназ, пойди, говорит, попробуй. Я пошел, попробовал, мне понравилось. Про выплаты все честно, все, никаких кидалов вообще. То есть сказали, вот сколько-то мы вам забросим, вот сколько-то вам дадим, никогда не обманывали. Те, кто хотят приехать, едьте, мужики, вот прям советую всем, едьте в Ахмат. Поддержка хорошая, никогда не бросают, все отлично. Тем, кто уже находится, братаны мои, в специальной военной операции, желаю вам всего хорошего, желаю, чтобы вы вернулись все же целые и невредимыми к своим семьям. Приехал, так как считаю, что каждый мужчина должен защищать свою родину и свою семью. От своих товарищей узнал, что проводится набор спецназ Ахмат на базе Российского университета спецназа в городе Гудермесе. Прибыл на самолете, встретили дружелюбно, после чего проследовали в Российский университет спецназа. Это, могу сказать, одна большая семья. Все поддерживают друг друга, несмотря на то, что в лагере очень много людей разных национальностей. Я ехал на контракт на 4 месяца, но уже по приезду в Российский университет спецназа узнал, что срок службы продлили до 6 месяцев. Мне стало еще приятнее, что я родине могу прослужить намного больше и как-то помочь нашим братьям на фронте. Кроме того, также подняли первичную выплату в 400 тысяч рублей и ежемесячную выплату в 200 тысяч рублей. Кроме того, по прибытию в Российский университет спецназа имени Владимира Владимировича Путина я здесь наблюдаю огромную поддержку главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Также хотелось бы отметить, что здесь находятся первоклассные инструктора, которые имеют боевой опыт, относятся не безразлично к личным судьбам ребят, постоянно общаются, наставляют, рассказывают о своем опыте, интересуются жизнями, кого что привело. Если кого-то привела трагедия, как-то стараются поддержать и помочь найти себя людям, которые сюда приезжают.